То есть у нас, видите, ничего не растет, соляная почва и так далее, и так далее. Но как кому на дачный участок не заедет, у них там и черемуха, и яблони, и вишни, ничего только не растет, оказывается, все растет, когда человек сажает и выращивает, а не втыкает. И Артур, поближе, пожалуйста, сюда. Вот подтягивается общественная палата. Поэтому у нас есть предложение полностью поменять подход к озеленению города, начать с того, что вернуть так называемый зеленый строй, как понятие такое, но не в том виде, какой он был при Советском Союзе, да, все помнят, большая структура с теплицами, 100 человек работающих, техники, поливалки, они все это делают. Сегодня у нас есть частный бизнес, который, в принципе, можно все это делать, будем говорить, руками предпринимателей и участников. Единственное, что мы предлагаем, создать в городе отдел главного садовника города. И этот главный садовник города должен иметь статус, ну, примерно как заммэра, у которого, и что это значит? То есть не нужно разводить вот эту большую команду, когда нам весной это уже было предложено, быстро команду из 100 человек, 25 руководителей, 15 дворников, остальных наймем потом, может быть, летом кого-нибудь. Вот чтобы не было вот этого глобального такого слона, который рожает муху, мы предлагаем сделать небольшой отдел, 3-5 человек под руководством главного садовода города, которые бы сосредоточены были все средства. Нет ни одного рабочего, тем не менее 50 километров асфальта они в этом году кладут. И очень четко. Поэтому если будет работать главный садовник, у которого будут сосредоточены, будем говорить, рычаги управления вот этим всем озеленением, тогда это будет, мне кажется, более эффективно. Сегодня, по-моему, 15, да? 15-16 у нас бюджет озеленения разделен на 16 подгрупп, будем так говорить, по округам и СГХ. То есть каждый должен их осваивать. Как он осваивает, где он, что берет, дело третье. К сожалению, это вот не очень... Ну, то есть, вчера я слушал интервью Лебедева, по-моему, депутат наш городской, да, который сказал, вот перестали делать субботники по высадке, и зелени у нас нет. Ребята, ну хватит этих субботников. 10 тысяч деревьев посадили, 9999 умерло. Выполнили план. Кому выполнили? Для себя или для отчетности? Мы просто тратим деньги. То есть вот те небольшие средства, которые у нас есть на озеленение, можно действительно сконцентрировать в одних руках. Мы представляем, что 22 год уже мы ничего не сделаем, да? То есть по деньгам. Но у нас сегодня, вот, опять же, ситуация с этим проспектом Ленина. Вы читали комменты, да? Вот, все повырубали, никто ни хрена не знает. Наши любимые там яблони стоят пока еще, дальних вырубили. И если у нас будет сегодня главный садовод, садовник города Якутска, то все стрелки должны сходиться на него. И 22 год, эта должность, на наш взгляд, должна быть, чтобы хотя бы все консультации по посадке будущих деревьев уже в 2022 году, и озеленение, уборки сухостоя, кошение травы и так далее, все должно решаться через главного садовника. Проект офис, который создан, это примерно то же самое, как сегодня есть городостроительный совет или главном архитекторе города. То есть, опять же, принимается решение коллективно. То есть, вот как-то все должно быть сосредоточено в одних руках, но при правильном подходе научном. Мы говорим о том, что если сегодня правильно делать проект по озеленению, как работать на стройке, да? То есть вот здесь канал метр на метр, заступается почвосмесь номер 1, почвосмесь номер 2, здесь сажаются елки трехлетки, вот такого роста, через 1,5 метра, и каждый делает это по проекту. Все, сделали по проекту, показали специалистам, главному садовнику, подписал, выплатили деньги. Примерно вот так должно быть. Что такое, второй вопрос, почвосмесь. Сегодня в городе все знают, мы сыпем землю. Какая земля, откуда земля, кем привезена, что в ней может расти, никто не знает. У нас одно название – земля. Вот то же самое на Ларимонова засыпали, да, там от 15-го дома до Сорунного дома, по правой стороне тротуара. Что засыпали, как выясняется, чистый, как мне подскажи, Альберт? Перегной. Чистый перегной. Где его взяли? Этот перегной должен добавляться 20% в больную почву. Тогда там будет расти. Нет, засыпали перегной и ждем теперь, что там вырастет. То есть, чтобы вот этого не было, мы предлагаем, опять же, это решение вот этого проектного офиса, создать в городе полигон почвосмеси. Он может быть частным. Что это такое? Сегодня есть, например, заводы АБЗ, да, асфальтобетонные.
на которых есть щебень 1, 2, 3, песок, цемент, вода. И каждый асфальтобетонный завод по заявке подрядчиков выдает бетон марки 50, 100, 200, 300, и на каждый куб он выдает паспорт. Потому что люди строят дома, и они должны отвечать за то, что они взяли этот бетон. То же самое полигон почвосмеси. Там должен быть торф, там должен сапропель, там должен быть песок 1, кильдямский песок речной и какая-то земля, которая, опять же, он получил разрешение от Министерства, не знаю, там, природных ресурсов или нет, на разработку этих карьеров. И он готовит почвосмесь по, опять же, заявке главного садовника или проекта. Почвосмесь номер 1 горел, там должен быть 20% того, 30% того, 40% того, например. Если сажается рябина, там обязательно должен быть, например, кильдямский песок глинистый и так далее, и так далее. И под каждую посадку мы готовим почвосмесь определенного, опять же, по заказу ученых, да? И на каждый куб мы выдаем паспорт. И это будет все легально. Рано или поздно город к этому все равно должен прийти. Мы должны уйти от этих серых схем. Где эту землю берем? Каждый из улусов, близлежащих город, выставляет там такие счета, да? Где они эту землю берут? Никто не знает. Поэтому это будет правильно, если у нас будет полигон почвосмеси. Третье, очень важно, питомники. Сегодня в городе есть два официальных больших питомника. Это ботанический сад номер 1, то есть это государственный ботанический сад ФФУ, и, слава богу, у нас есть еще Зеленый рай, у которых тоже есть свой питомник. Что выращивается в питомниках? Это те культуры, которые сегодня мало быть посажены в городе Якутске. Те же яблони, сирень и так далее, и так далее. То есть сегодня ботанический сад говорит, что можно до 40 растений увеличить там посадки в городе, уже районированных, правильно, да? Да. То есть, а вот то, что мы сажаем елки, березы и там сосны, это мы берем в лесхозе, опять же, все правильно взято из земли, правильно привезенное. Тогда вот мы будем, опять же говорю, есть проект, и по этому проекту елка должна быть 3 лет, такого-то роста и так далее, и так далее. И все это по проекту, когда будет посажено, с правильной, так сказать, дистанцией друг от друга, правильной почвосмесью, тогда это, наверное, будет расти. Потом начинается вопрос полива. Сегодня мы в городе чем поливаем? Водой из крана. Самая дорогая, наверное, вода в мире, которую дает нам водоканал. Вот насыщенный хлор. Хорошо ли это? Нет, конечно. Каждый огородник скажет, я хочу воду, которая течет в реке, а не в озерах, кстати. Тоже проблема большая. Сегодня, но я знаю, что некоторые, будем говорить, частники, у которых есть такие фекальные машины, которые сами возят техническую воду как раз для огородников. Да, они где-то нелегально там ее засасывают, где-то привозят, но это реально та вода, которую хотят получить огородники. Почему муниципалитет, но это тут уже частная компания не имеет права решать. Муниципалитет может сделать, там же у нас в пригородном стоит насос, который подает воду все лето для дачников и частных, да? Поставить гусак, который должен заливать нашей речной водой все машины муниципалитета, которые поливают дороги, поливают растения и так далее, и так далее. То есть и частник может подъехать за какие-то небольшие, наверное, деньги, как раз дешевле, на наш взгляд, чем водоканал, заправляться вот этой проточной водой через гусак, который принадлежит муниципалитету, потому что это очень серьезное там мероприятие. То есть у нас решаются вот эти уже какие-то вопросы. То есть к чему мы должны повернуться в системе озеленения. И, наверное, самое главное, после всего, что мы родим, да, вот у нас будет вот это полигон, у нас будет полигон почвосмеси, у нас будут питомники, у нас будет вода из реки и так далее. И есть предложение сделать не, ну как сегодня уже, опять же, Главстрой делает, не тендеры, а конкурсы на обслуживание того или иного участка. Например, промышленного округа, да, вот у них там, они знают, сколько у них зеленых зон, которые надо там поливать, стричь, где-то нужны новые подсадки, новые строительство новых дорог, строительство новых домов, или там это. То есть они заключают, опять же, делают, правильно сказать, конкурс и выбирают вот из того, кто есть в городе, фирму, у которой есть рабочие, у которых есть водовозки, у которых есть специалисты, у которых есть что, за что они отвечают. И это должно, опять же, конкурс проводиться не на 1 год, а как минимум на 3 года. Потому что сегодня я привез, вам 100 евро посадил, оплатите мне, потому что они найдут еще год умрут, я за это не отвечаю. Вот 3 года минимум должны быть вот такие договоры. Опять же, на наш взгляд, со стороны нашего проектного офиса. Ну, вот, наверное, подскажите, что я не сказал. Дина Олеговна. Вот то, что
что мы говорили, что, в общем-то, в первую очередь озвучить вот эти проблемы, которые каким-то образом надо совместно с муниципалитетом решать. В основном вы сказали, да. Может быть, тогда дать слово Нине Олеговне, потому что на самом деле человек, который, в общем-то, нас всех собрал в кучу и направил в это все, благие дела, ну, не надо представлять, кто такой Нина Олеговна. Будьте добры. Так, подготовили слайды мы. В соответствии с распоряжением 1862-Р от 5 октября 2021 года создан у нас проектный офис. Второй слайд, да? В проектный офис у нас вошли представители из разных структур. Это у нас общественники, архитекторы, экономисты, юристы, биологи и эксперты из ботанического сада, из АГАТУ, так, из МГУ, Агентства культуры и художественного образования. В общем, мы собрали людей, которые бы могли полностью всеми вопросами озеленения заниматься, в том числе и правовыми вопросами. Так. Дальше. В соответствии с распоряжением о трехлетии благоустройства, которое у нас вышло в 2020 году, мы, вот этот проектный офис, начали разрабатывать план мероприятий. И 2 июля у нас родился план озеленения, который мы утвердили распоряжением окружной администрации. Утвердили распоряжением за номером 1072-Р. Основные направления дорожной карты — это у нас вот озеленение городской среды, инвентаризация и учет зеленых насаждений, разработка муниципальной программы и иных нормативно-правовых актов. Так, это второй слайд. Дальше пошли. Реализация инвестиционных проектов — это получается у нас полигон почвосмеси и создание муниципальной службы по озеленению. Так. Озеленение городской среды. Так, первый раздел у нас в дорожной карте, он состоит из озеленения городской среды. Состоит, это большое направление из 3 пунктов: озеленение общественных пространств, озеленение городских улиц, озеленение внутриквартальных дворовых территорий. Так. Дальше озеленение общественных пространств. Но общественное пространство у нас в концепции окружной администрации, общественные пространства у нас передаются в настоящее время в МАУ, Центр управления общественным пространством. На сегодняшний день 4 общественных пространства обслуживает, и в плане у нас на стадии передачи еще 4 общественных пространства. Как же будет озеленяться общественное пространство? Путем предоставления общественных пространств предпринимателям с целью их содержания и благоустройства с правом на размещение нестационарных торговых объектов. То есть как бы здесь у нас будет экономия бюджетных средств, то есть предприниматели, которые заходят на общественное пространство, они должны будут полностью заниматься озеленением общественного пространства. Так, и внедрение тактического урбанизма. Тактический урбанизм — это получается такое понятие, как быстрое озеленение, быстрое решение благоустройства городской среды. Ну вот здесь вот на картинке как раз вот нарисованы портреты. У нас Миргун Антонов, вот, представитель из архитектуры республиканской, этим проектом будет заниматься. И с 2022 года департамент предпринимательства, в соответствии с утвержденным распоряжением, включил в себя это в план. Так, озеленение общественных пространств, проведение мероприятий по созданию живой изгороди. В 2021 году мы начали посадку в основном посадку кустарников, да, и в 2021 году посажено 1161 кустарников, 3661 деревьев. Так, например, по улице Орджоникидзе начаты работы вот по живой изгороди, по созданию живой изгороди. Так, посадили, но и в следующем году мы будем ухаживать за этими растениями. Так, а что еще нового в этом году у нас было? Территориально отдано управление консервации
разрабатывали схемы по озеленению общественных пространств и утверждались главным архитектором. То есть, если ранее как-то этот вопрос не акцептировался, то в этом году в соответствии с распоряжением 460-Р вот эта работа была проделана. И одно из больших направлений – это озеленение городских улиц. Те мероприятия, которые проводятся у нас в рамках озеленения через программу обеспечения функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства, где подрядчиком является АО «Якутстрой», мы считаем, что этих средств недостаточно. То есть Якутстрой, то есть в связи с недостаточностью финансирования и недостаточностью расценок норм по озеленению, он эту работу проводит не в должном объеме, и мы предлагаем, вот в 2018 году главный архитектор города совместно с департаментом градостроительства был разработан очень большой документ, дендроплан города, который в настоящее время не используется окружной администрацией в связи с тем, что недостаточное финансирование. Поэтому мы предлагаем все-таки реанимировать этот документ и дать на пользование всем территориальным органам управления. Мы сейчас уже месяц работаем с этим дендропланом в Центральном округе, и вот, например, Центрального округа мы сейчас начали считать, и примерно нам необходимо на реализацию данного проекта около 3 миллионов рублей. Так. Следующий слайд. Вот, ну, например, вот это улица Орджоникидзе, дендроплан улицы Орджоникидзе. Здесь не четко видно, но в целом как бы появляется понимание, да, что должно и как расти. То есть мы хотим, чтобы был газон и проводилась постоянная формовочная обрезка деревьев. Сейчас у нас те деревья, которые растут, они растут хаотично, нет ухода, нет нормального, как бы, получается, нет у нас мероприятий в наших муниципальных программах. Так. И главное, я хочу перейти вот одно из основных направлений у нас является это разработка муниципальной программы по озеленению. То есть у нас есть одна муниципальная программа, внутри этой муниципальной программы необходимо разработать подпрограмму, которая вот называлась бы «Развитие озеленения города Якутска на 2022-2025 годы». И поставить задачу перед департаментом жилищно-коммунального хозяйства совместно с службой эксплуатации городского хозяйства до конца года разработать соответствующую программу с финансированием. Так, ну и вот последние мероприятия дорожной карты – это реализация инвестиционных проектов, это вот как раз, как Андрей Анатольевич сказал, создание вермикомпоста и полигона лесопитомника. Спасибо за внимание. Еще вот у нас Синет подошел, женщина, я глянул. Здесь, да. Ну вот у нас сегодня в этом году, спасибо, в этом году Синет провел очень интересную работу, то есть благодаря, опять же, вот Арсену Томскому, да, то, что они выделили деньги, построили несколько дворовых территорий, игровых комплексов, и вот сделали участок по улице Жирницкого, да? Петра Алексеева, извините. Вот. И на самом деле вот таких энтузиастов, да, которые готовы вкладывать вот, в озеленение города, в благоустройство города, на самом деле у нас очень много, и люди готовы работать и как волонтеры бесплатно, но вот у нас, к сожалению, это вот никак не поддерживается пока, поэтому то, что сегодня Арсен Томский сделал, и он хочет развивать эту ситуацию дальше, есть желание пойти на Дархана, насколько я понял, да? Поэтому я вот пригласил, говорю, давайте мы сначала в рамках города соберемся, все начнем работать, и уже от имени города, когда мы поймем, что не хватает денег, или там чего-то, чего на самом деле нам необходимо, мы готовы к Дархану, и я надеюсь, что уверен даже в том, что у нас поддержка, если мы как раз сделаем правильную концепцию, не вот просто взять денег, посадить опять на субботние 10 тысяч удочек, как мы их называем, то это, конечно, было бы вот какой-то шаг в правильном направлении. Ну вот, наверное, какие-то вопросы, давайте. Да, пожалуйста, Лада. Лада Евсеева, Кемеровский парк, городской гид. Я человек из народа, да, мне прислали те люди, которые недавно отработали Чернышевского 26-28, неравнодушные, и которые не меньше Андрея прожили в этом городе. Возник вопрос, почему пилят
Но сегодня, еще раз говорю, у нас 12 сестер в городе, каждая сестра делает то, что не знает соседняя сестра, имеется в виду округи там, или с ГХ, или еще кто-то. Ну, на этом участке, Катя, да, можете ответить? Там микрофон можно включить. Ну, на этом участке срубили, я сотрудник Якутского ботанического сада, на этом участке срубили старый тайник, который уже растет много лет, болеет и является разносчиком заразы и вредителей, и болезней. Поэтому он был срублен. А в дальнейшем, что там, это, конечно... Да, подожди. Нет, дело в том, что там находится несколько скверов возле Института биологии, да? Там срубили там, где растет именно старый тайник, а не яблони, не там и кедры растут, и ели растут, и акации, они все на месте. Ну и руководство, конечно, нам не говорит, для чего это было сделано. Дальше мы не знаем, что там. Ну, на самом деле, ладно, спасибо, что задаете такие вопросы. На самом деле, это город Вейск, но сегодня строит ИКТ, то есть там комментов очень много, но там у нас все специалисты, они знают, как самолет летает, как танки заправлять, как деревья пилить. Хотя на самом деле, да, люди обеспокоены, и надо просто не оправдываться, а говорить, что мы завтра будем делать. Ну, на мой взгляд, просто, опять же, сегодня, кто будет это говорить? Опять Евгений Николаевич или... то есть, на самом деле, мы не знаем, кому адресовать эти вопросы, чтобы вот, либо дорожники должны, согласитесь, что это такая... Давайте конкретные вопросы, конкретно, вот, что-то, какое-то решение мы сегодня должны принять. То, что я предложил, это, я думаю, что... Вот, да, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде чем нам заняться озеленением, нам надо сначала подумать о водоотведении и подаче воды. Да, иначе все как бы напрасно получится. Потому что очень много заболоченных почв на территории города, прямо в бараке. Где камыш растет, а там ничего не получится. Я думаю, с этого как тоже надо начинать. Спасибо. По водоотведению. Юрий что-то можете сказать? Вы имеете в виду ливневую канализацию? Ливневку и со дворов надо убирать, не только с дорог, да. По ливневой канализации ситуация такая, последняя информация, да? У Андрея Владимировича, мы собирались с Российского председателя правительства, дал нам поручение, чтобы мы разработали техническое задание на проектирование ливневой канализации. Тех заданий мы составили, сейчас ожидаем опять дальнейшее совещание, но источники финансирования. Само собой мы понимаем, что это все должно быть в комплексе. И не только ливневая канализация, и дополнение наших озер, чтобы у нас и город функционировал. Так что, подход един. Да, пожалуйста, Мария Петровна. Добрый вечер. Мария Петровна Петрова, Общественная палата. Кто был во дворце, мимо проходил, вот около Юрова Поляркова, он всегда был очень такой выжженной пустыне, да? И вот мы решили там что-то посадить. И вот из этого почти трехгодичного опыта, что я хочу сказать, поделиться, да? Предложением, что это на самом деле действительно крайне трудоемкая работа. Потом, учитывая то, что летом многие ходят в отпуска, получается, что надо искать специальных работников, чтобы они этим занимались. Причем как бы дополнительная нагрузка на самом деле. И это требует ресурсов. И вот, на мой взгляд, учитывая бюджет, да, города Якутска, который не имеет много лишних средств, если вообще их имеет, было бы, может быть, резонно, например, вот как предложила Евгения Николаева в своем выступлении, действительно взять какие-то участки по городу Якутску, да, по округам, чтобы округа сами определили их в качестве вот таких вот, как бы опорных точек, да, для отработки технологий. Я бы предложила, вот так как я образовательное учреждение, почему бы нам, вот образовательным учреждениям, тоже не взяться за облагораживание территории рядом, прилегающих к ним. Потому что вот Поярково, например, Кирово, это не наш участок, но просто нам хотелось, чтобы вокруг было приятно ходить. И вот шаг за шагом постепенно вот это осваивать. Например, мы в первый год
просто с центральным округом землю улучшили. Да? На следующий год мы посадили деревья, в этом году мы посеяли газонную траву. И мы так с ней намучились, это вообще кошмар, да? Во-первых, ее надо постоянно поливать, это трудовые ресурсы, плюс еще вода, да, расход. Не каждый может себе это позволить. И во-вторых, у нас нет специального оборудования для стрижки газона. И вот у нас такими кустиками она выросла, мы так как могли подстригли, но вид, конечно, не французский, не английский, да? И вот предложение, что может быть по округам сделать типа такой очень недорогой такого оборудования. Например, мы бы взяли, нам дешевле арендовать на 3 месяца, чем покупать эту газонную косилку, потом целых 9 месяцев она будет стоять без толку. И вот, допустим, вот таким образом точно вот дать какие-то такие лояльные условия. И получается, мы вложили, да, в образовательные учреждения свои ресурсы, плюс свои трудовые там усилия волонтерские, а округ нам помог вот с тем, что вот ограду сделали, вот это, чтобы не топтали сами же люди, потому что именно они топчут, они собаки, они лошади, да? И сейчас, например, нам предлагают еще дать семена газонной травы, которая очень тоже дорогая. Ну, на самом деле, мы в этом году приняли новые правила эксплуатации городского хозяйства, в котором, в общем-то, предприятия обязаны делать уборку своей территории, своих там насаждений рядом, да. Но когда задают вопрос, почему вы не обрезаете там сухостой, почему не поливаете, они говорят, а у нас на это денег нет, во-первых. Почему мы это должны делать? Нас никто не обучал. В этом году мы, опять же, небольшое сделали обучение, да, Дина Олеговна, по вот правильной обработке деревьев. Поэтому, еще раз говорю, вот если мы создадим вот это так называемого главного садовника, почему не озеленитель? Потому что сразу мне на ум приходит на озеленение города потрачено 25 тонн зеленой краски. А вот именно садовник, который действительно нужно просто, опять же, провести обучение, да, и всех желающих, и в первую очередь предприятий, которые должны обслуживать там свою территорию. Почему же у Кондратмета есть деньги, да, и у них там яблони растут, там, и так далее. Ну, то есть кого-то вообще, ну, вот, они вышли даже, аккура бросились в крыльца и говорят, а мы за это не отвечаем. Ну, поддерживая ваше предложение о том, что необходимо действительно иметь вот такую штатную единицу, и вообще раньше Зеленстрой этим занимался, которого сейчас нет. Но кроме этого нужны вот такие, я считаю, вот, точки роста, скажем, да, и распространение опыта все-таки по округам. И вот как в анекдоте, да, про газон. Почему у вас такой красивый газон? Потому что 300 лет его поливали. Вот так же и мы должны. За один год у нас все равно красоты не будет, но мы будем к ней идти. И наш культурный уровень и компетенции, главное, будут развиваться. Вот как раньше арбузы никто не сажал, да, а сегодня, пожалуйста, вот их сколько угодно. Добрый день, Дарья Сидоренко. Значит, хотел немножко двумя вещами, наверное, в основном поделиться. Первое, да, мы все помним Парк Победы. В 2019 году там посадили 2000 саженцев, почти 2000 саженцев, небольшим, да, значит, берез, да, соответственно, делали пробу, завозили землю, пытались поливать. В итоге в этом году практически 1000 саженцев мы посадили по новой. Естественно, вместе с руками, спасибо всем большое, да. То есть я так думаю, что без земли, наверное, мы в следующем году придем к этому же. Это к сожалению. Теперь второй момент, который я хотел озвучить, в плане того, что действительно полив нам нужен, и как сложно его добывать. Я хочу это сказать, да. Ну, все многие заключают контракты там, с подрядчиками и так далее. Подрядчики начинают, ну, там везде стоит полив и так далее. Они начинают, ну, грубо говоря, этим заниматься, подключают управу, где есть сложности. Сложность в чем заключается? Даже если есть точка полива, то есть даже если есть где-то трубопровод из того, что нам дает, значит, водоканал и Кускэнерго, да, там следующий вопрос стоит. Чтобы получить воду от водоканала, нужно поставить счетчик. То есть его надо купить, съемный, несъемный, неважно. Соответственно, к этому соску все приделать и поливать. То есть это опять же затраты, которые, естественно, счетчик через какое-то время проверяет. То есть каждый год его устанавливает, каждый год его пломбирует. Ну, на самом деле, очень заморочено все, да? Это вот такой момент, я хотел сказать, с чем мы столкнулись в этом году, и поэтому в этом году как бы жарко было, хоть и было, значит, все ну, в тумане, в дыму, да, тем не менее все цветы фактически, они у нас, смотрите, не в сентябре месяце уже все сухие были. Ну, может быть, только где-то столичные рынки, там частенько хожу, как бы, да, пешком конкретно хожу, смотрю, единственное, что они там поливают, прямо интересно. Это вот второй момент. И вот заканчивая, да, я хотел сказать, вот, мы в этом году тоже своего рода пошли на эксперимент, когда нам передали ворота Якутска, мы заключили контракт с поставщиком,
И ну, на самом деле на свой страх высадили 200 саженцев, 100 акаций, это с правой стороны, как из аэропорта выезжаешь, и, соответственно, 100 тополей из питомника. Хочу сказать, что вот, там, вот, как едешь в Гагаринский округ, там есть такой магазин «Плюс», который еще не открылся, да, там есть эти тополя, и вот хочу сравнить их с березами просто, да, ну, во-первых, они по высоте уже из питомника более 3 метров, представляете, такие, да, и вот уже октябрь, да, и они до сих пор, ну, вот чуть теплее, когда было, стоят зелеными листьями, что очень интересно, очень интересно. И мы вот эти тополя посадили, соответственно, как в порт, уезжая с левой стороны, 100 штук, да, высадили в этом году, естественно, а с правой стороны вот акации. Но хочу сказать, что земля, которая, ну, у нас там есть, она, конечно, ну, не выдерживает никакой критики, поэтому буквально пришлось вот землю приносить в мешках, покупали землю, то есть нам СДХ в свое время выделил, да, спасибо большое. И мы эту землю под каждый куст буквально заворачивали, потому что другого варианта просто нету. Теперь вопрос следующий стоит, да, мы их посадили, поставили саженцы, допустим, если у нас тополя трехметровые, за них не переживали сильно, то акации, они маленькие, 70 сантиметров в среднем, да, то, соответственно, второй вопрос по собакам и лошадкам, которые зимой пойдут. То есть их надо огораживать. То есть второй вопрос, где взять вот эти вот моменты. То есть один вопрос сопровождает другой. Это вот вкратце я хотел вот это буквально сказать. Тем не менее, жду с нетерпением весны, когда эти зеленые листики мы все увидим, белые или там розовые цветочки. Но я за большую организацию, за Зеленстрой, за организацию. Мое мнение такое. Спасибо. Андрей Анатольевич, можно? Да, пожалуйста, конечно. Евская Ольга Ивановна, городская дума. Ну, мне очень нравится предложение по вот, созданию или возрождению этого предприятия «Зеленстрой». Понимаю, что он будет, наверное, в каком-то другом виде. Сегодня у нас в городе есть главный архитектор, ну, может быть, действительно главный там, садовник, там, я не знаю, как он будет называться, но думаю, один, хоть и говорят, там, один в поле боя, но у него все равно должен быть какой-то, там, не знаю, аппарат, какой-то отдел, как минимум, да, который будет это делать. Потому что мы понимаем, что сегодня очень нужен, во-первых, планирование этой работы, четкое планирование, да, наверное, и с научным подходом, где сажать, сколько сажать, что сажать. Должен быть какой-то контроль, и должна быть организация этого процесса, а не просто вышли на субботник, посадили там сколько-то, действительно отчитались. Вот сегодня многие насаждения, что-то сохранять действительно надо сохранять. И вот этот, наверное, отдел, эта структура, она действительно должна вот эти вещи продумывать. Должно быть четкое планирование этой работы, и потом уже можно подключать и школы к этой работе, и предприятия какие-то. Действительно, я думаю, что не заинтересованного человека в городе в озеленении мы не найдем. Все ратуют за это, но нужно это делать просто очень хорошо и правильно. Сейчас, когда идет как раз вот составление прогноза бюджета, если мы хотим вот такую структуру уже увидеть в следующем году, то это надо сейчас, да, Игорь Ефимович, закладывать уже в бюджет, планировать, сколько это будет штатных единиц, в каком они будут подразделении, в общественных пространствах, или это главстрой, ну, или где-то вообще отдельная какая-то структура. То есть это вот такие вещи, они все равно очень важные. Их надо закладывать сейчас в бюджет, потому что в ноябре уже принимаем в первом чтении, в декабре уже во втором. И если мы хотим увидеть эту структуру в начале 2022 года, чтобы они к весне все продумали, то это надо делать действительно сейчас. Что касается вот полива, поддерживаю коллег, это вопрос, кажется, да, вот легко и просто сказать, поливайте. Очень часто мы давали такие задания, вот за мой период работы, школам. Дети, лагеря труда и отдыха, там организуйте и поливайте. Ну, во-первых, хорошо, июнь, там где-то есть дети, люди поливают. Июль, значит, август, такой немножко для школ сезон затишья, где нет ни работников, ни детей, уже поливать некому. А потом это все еще упирается в расход воды. То есть затем финансовые органы нам предъявляют большие претензии по поводу того, что где ваша экономия, у вас незапланированные расходы и так далее. То есть вот эти вещи, их тоже надо как-то просчитывать, прогнозировать тогда, и если мы хотим, чтобы кто-то поливал, закладывать какие-то средства на это, чтобы это не было каким-то стихийным, потом вот таким мероприятием. Ну, а дело, конечно, очень хорошее, мы действительно хотим увидеть наш город зеленым, правильно зеленым, хорошо организованным, поэтому я думаю, что тут поддержка будет
конечно, все частные вопросы пошли, да. Действительно, проблема озеленения вообще проблема номер один в городе. Город горят, можно сказать, да. Вот поэтому еще раз я хотел бы попросить вас, да, вот новое видение, подходы к этому вопросу. Раньше озеленение было в структуре благоустройства, по-моему, да, и финансирование тоже так же пошло, да. А сейчас вы предлагаете озеленение вообще выделить как отдельное, вот, да, как отдельно, и даже там назначить главного озеленителя, генеральская должность, главного садовника статусом не ниже зама главы. Или наравне с главным архитектором, да? И вот тут стоит вопрос. Раньше как было, а сейчас как будет? Структура управления, структура подхода как будет, да? И финансирование вообще, мы как это видим. Вот это вот вкратце надо объяснить людям, тогда все было бы понятно. Структура будет такая же, как ваша ИП. То есть... Получили деньги, получили заказ, сделали. Когда мы начинаем лезть куда-то, туда, на мой взгляд, да, то есть вот опять же научный подход, о чем мы говорим. Сегодня вдоль улицы идут ребята в жилетках, скосили траву. Тут же ее складывают в мешки и увозят. Для чего? Вопрос. Для чего ее убирают? Вы знаете, что мульча? У себя на участке вы знаете. Она остается, она держит влагу почвы, она кормит эту землю. Нет, мы ее должны убрать, потому что кто-то сказал, что это некрасиво. Так? И вот эти вот научные подходы должны быть во всем, к сожалению. Сегодня то, что мы говорим о гумусе, да, земля наполовину мертвая в городе, засоленная, еще что-то. Это мы любим говорить, засоленная, как я говорю, возле Кундракмета, возле там, Матвея Николаевича, Алмаза Навар, все кушают возле Цирюльни. Я посадил елки, за 6 лет они выросли уже до 4 метров. Но выросли же. И сегодня есть решение вопроса по оздоровлению почвы. Мы их все не можем вывести, это миллионы тонн земли, и привести новую. Нет у нас ее, мы ее можем только оздоравливать. И есть научный подход, как это сделать. Просто к этому нужно подходить, и да, нужны деньги, нужны усилия, нужны рабочие. У нас вот диванные специалисты, я говорю, они знают, как танки заправлять, как на самолетах летать и все остальное. Приди и сделай, покажи, что ты умеешь. На самом деле. И вот, на мой взгляд, это вопрос серьезный, и надо дать больше, все-таки, мне кажется, людям пользоваться землей, ну, взять тоже улицу Лариона, про которую мы без разрешения с Губинским округом взяли, отхапали посреди улицы, семья Данильных, по-моему, Даниловых, посадили акацию, посадили подсолнухи, все это полили, все это растет. Рядом два точно таких участка пустых, бурьяном заросли. Почему людям, ну, хотя бы сказать спасибо за вот это? Нет, мы еще готовы их наказать, потому что они не договорились с Губинским округом. Так ведь? Ну, смешно, на первый взгляд, но с другой стороны. И вот таких, мне кажется, энтузиастов очень много, готовы что-то делать. Просто давайте вот этот кусок земли там отдадим, он Олегу Желнину, он с удовольствием посадит там что-то, лишь бы росло, другое еще что-то. Да, он даже потратит свои деньги на полив и на семена, но он будет гордиться тем, что это выросло. И таких сегодня людей тоже много в городе, бабушки, у которых нет дачных участков или чего-то там. Ну, я просто так утрирую, конечно, бабушек. Но наше мнение какое. Да, все то, что мы говорим. Можно еще предложу, да, вот зимострой все-таки, как получается, работники, они же будут в основном работать в летний период. Ну, вот те, кто сами озеленители непосредственно. То есть, как бы это работа временного характера. По идее же нужно было, вот как это было в советское время, вот мы тоже сами детьми были, да, зеленские подростки, и занимались этим озеленением. Пробуйте сейчас заставить что-то делать подросткам. У нас есть цель занятости, да, и есть возможность заработать детям, подросткам. Дай Бог. Мы, например, такую практику себя делали на торце, опять же, да, садовникам через центр занятости. А в прошлом году нам запретили всем, сказали, что нет, детям нельзя работать, коронавирус, пусть сидят дома. Ну, что лучше, если человек на свежем воздухе будет делать полезное дело и уже потом осознанно будет относиться к своему городу, к улицам города и заработает при этом. Или он будет сидеть дома и целый день заниматься этими гаджетами. Это одно предложение. Еще предложение такое. У нас все-таки действительно
это то, что, вот, например, дорогу прокладывает, да? Почему бы почву хорошую не снять, не увезти там туда, где она нужна реально, да? А потом уже дорогу прокладывать. Например, в Томске они так делают, у них это уже, ну, как Москвы, да? А мы вот все вот такие вот простые товарищи. Поэтому нужна возможность главного. Ответ точно 100% не получил, да? Ну, финансирование, схема финансирования как будет? Это мы должны... Сколько выдадим денег в города, столько и будет. А? Сегодня, к сожалению, у нас рост финансирования нет. Если СГХ просила 15 Нет, миллионов... схема финансирования. Сейчас финансирование озеленения идет каким путем? А в будущем мы как это хотим? Мне кажется, его надо сделать так, чтобы отдельно была статья озеленения и отдать в руки главному садовнику и в структуру, да? И тогда было бы намного эффективнее. Как вы думаете? Да? Ну, еще раз говорю, в 2022 году мы точно это не сделаем. Но к этому надо идти. Да, но к этому, если мы создадим эту структуру, и сделаем абсолютно прозрачной, то есть объявляется конкурс на обслуживание, например, Центрального округа на 3 года. Каждый год по 10 миллионов выставляется в конкурсе. Выигрывает какой-то там ИП Иванов, Петров или Жирков. Все, вот вам, каждый год по 10 миллионов обслуживает Центральный округ. Ну, я так думаю. Ну, как должно быть, например? Как видит этот город? Давайте я дополню. В части вообще видения окружной администрации, да? С Андреем Анатольевичем мы раза 3 до этого встречались, обсуждали и тот же Зеленстрой, как он в советское время работал. Также то, что в виде главстроя, то есть в виде заказчика и контролера. Или также оставить все на местах, то есть те управы, которые работают на земле, они сами знают, какая математика есть, пусть они отрабатывают. Ну, вот мое личное видение, да, чтобы у нас пока началось с того, чтобы у нас появился контроль, тотальный контроль, это вот в виде главного садовода, зеленостроителей, ну, как это назовется, еще неизвестно, да? А в дальнейшем, то есть он будет выступать в виде заказчика и проводить работу по контролю. И частных, то есть общественных пространств, всех пространств, и городских, и внутриквартальных, квартальных. То, что вот Андрей Анатольевич говорит, все верно, я полностью поддерживаю. И мы непосредственно главой города Якутска это обсудим. Я доведу все видения, которые услышал сегодня. Также задача была поставлена мне проработать этот вопрос в части изменения городского округа. То, что проблематика у нас в почве нет полигона почвы смеси, это мы осознаем. В части полива вот, тоже очень такой принципиальный вопрос, потому что посадить все могут, дальше вот обслуживать это вопрос. Так что окружная администрация полностью поддерживает в части главного и садовода. А предложение можно? Да. Я главе города Якутска на последней пресс-конференции говорил об этом. Тогда, если у нас главный лесничий появится, можно ему дать контролирующие органы в плане застройщиков. Перечислить. Трансстрой. По проекту «Зеленые улицы» там ничего нет. В залах. Я могу любого застройщика взять, озеленение 0. В проектах это учтено. Давайте. А этого ничего нет в городе. Ну вот как раз когда Потому что никто жестко не спрашивает. Вот я про это говорю. Давайте его. Давайте главному садовнику это должен все решать. То есть не то, что он решает. Вот есть проектный офис, есть проектная организация, нарисовали. То есть, опять же, проект делается по техзаданию, по научному, опять же, заданию. И не просто так, 120 стволов и неизвестно, что посадить. Почва-смесь, конкретные растения, конкретный возраст, рост и так далее. Сегодня, еще раз, ботанический сад, второй ботанический сад. Сегодня есть полигоны, то есть питомники, которые работают. Вот, кстати, о парке Победы, который, да, Евгений сказал, что в 2019 году мы встречались там с директором
ботанического сада, который сказал: ребята, скажите, что вы хотите, чтобы у вас было через 2 года. Я начинаю выращивать у себя, готовлю, то есть готовлю это все для выращивания. Через 2 года я передаю вам готовое растение, там, полметра, метр, в зависимости от того, опять, что вы закажете. Вы думаете, кто-то что-то им заказал? Сегодня первое, вот я грубо всегда говорю, мы оскверним город скверами. Сегодня Парк Победы стоит 3 памятника и 10 тысяч, не знаю сколько, тысяч плитки лежит. На деревья, на цветы, на кусты никто об этом не думает. К сожалению. А с этого начинать-то было как раз, что растет долго, а не плитка. Но мы осваиваем деньги, как только окончились бетонные, асфальтовые работы, поставленные памятники, все. Больше никто не интересуется этим сквером или каким-то участком земли. Возьмите сквер учителей и все остальные. Они никому не нужны, потому что это затраты, это содержать надо, поливать надо. Да. Сегодня положили все эти дорожки, думаете, хоть под одной из них проложенкой пустая труба, чтобы потом сделать водопровод. Нет. Потом будем скрывать эту плитку, прокладывать водопровод, чтобы поливать все эти внутри газоны и так далее, и так далее. Хотя, как бы мы все понимаем, что этот проект делался не в 1955 году, и даже не в 1975 году, а в прошлом году. Но кто за это будет отвечать? Раньше за каждый дом отвечал конкретный архитектор. Как в Москве, в Питере. Архитектор это архитектор. У нас кто архитектор, кто проектировщик, абсолютно не стыкается. Как я всегда говорю, замеряет только на один, изготавливает 3, 4 приходит монтировать, ни хрена не сходится. Крайне не найдешь. Вот так же здесь. Пока не будет одного человека в генеральской должности, садовника, который сказал: переделать, все, снять за свой счет. Вот тогда будет какой-то порядок. А сегодня это бла-бла-бла. И ребята, которые приходят работать в муниципалитет, они не знают то ли поработать, то ли успеть лизнуть. Что лизнуть — это другое дело. К сожалению. Ну, этот генерал без бюджета своего, да, это все равно генерал без армии. Поэтому... Вот мы и есть армия, в первую очередь. Проектный офис. Бюджет свой. Еще раз говорю, проектный офис — это как градостроительный совет, который всегда есть рядом, который подскажет. Опять же, смотрите, какая у нас структура, где там и биологи, и так далее, и так далее. Арсен Томский готов? На кого он должен опираться? Почему сразу надо идти к Килдархану? Вот есть люди, которые готовы работать, ну, будем так говорить, в связке, да, решать наши городские проблемы. Когда нам не хватит сил, не хватит денег, тогда мы дружно обратимся к правительству Республики Килдархан. Нет, может, послушаем представителя Арсена Томского? Пожалуйста, давайте. Да, мы с ним... У нас есть время, давайте мы договорились, что уложимся в час. Я все послушала, вот вы все проговорили, вот все важные моменты, но мы вот хочу акцентировать внимание еще на то, что нужно починить вот эти бордюры, потому что они, вот, возьмем пример, вы, наверное, все читали то, что мы озеленили участок Петра Алексеева. Этот участок был выбран не случайно, потому что там как раз-таки был произведен ремонт в 2019 году, ремонт дороги. И когда мы озеленяли, я заметила, что бордюры уже сломаны. И это, во-первых, когда идут дожди, это все смывается, то есть почва смывает, во-первых. Во-вторых, вся вода вот уходит, стекает на дорогу и не удерживает влагу. И вот этот вот ремонт бордюров решил вот 2 вопроса. То есть это, во-первых, образуется пыль, вот эта вот почва уже при засыхании, да, ну, во-первых, она смывается, а потом уже при засыхании превращается в пыль. А во-вторых, вот именно удержание влаги произошло. Как вы думаете? Во-первых, надо не ремонтировать, надо правильно делать. Тротуар должен быть выше газона, а не наоборот. Да. Вот с этого начнем. Кто это говорил проектировщикам? Опять, где этот проектировщик? Давайте ему ткнем носом. У нас все дороги делаются, к сожалению, так. Вот согласитесь, что ли? Да, все наоборот делают. С тротуара вода должна стекать в землю, а не с земли на тротуар. Да. Вот оттуда пыль. Мы пытаемся бороться с пылью и сами же ее создаем тут же. Посмотрите все проекты сегодняшние. Опять тротуары выше. То есть наоборот, газоны выше тротуаров. И с этим никак, вот, ну, тут замкнутый круг. Опять никто ни за что не отвечает. К сожалению. Уже об этом говорили. А контролирующих уйма, да? Ну да, у нас есть очень много, кто ходит с погонами. Ну, тут я не буду комментировать.
Еще вопрос, пожалуйста, мы Можно договорились вопрос? уложиться в час. Да, можно? Да, пожалуйста. Ну, мы все хорошо знаем, что Константин Кривошапкин году, мы все хорошо знаем, что растения без хорошей почвы и без полива не могут расти абсолютно. Поэтому особое внимание надо обратить именно на почву. То, что вот создается полигон-почвенной смеси, это очень хорошо. И мы готовы, имея технологию получения почвы из достаточно простого сырья, мы готовы с этими технологиями или по этому полигону вместе с городом работать. Это первое. Второе. По питомнику древесно-кустарниковых растений. Вот сейчас в городе нет питомника. 2 ботанических сада есть, но они не могут полностью восполнить, скажем, потребность города ввиду того, что у них чуть-чуть другие цели и задачи. Это научно-исследовательские, и у них посадочный материал очень и очень ограничен. Так? Это первое. Поэтому, возможно, если есть возможность закупать население по определенным требованиям саженца, то население могли бы вырастить эти растения и закупить, продавать городу по определенной цене. Причем такую же идею подсказали в Алёкинске, где есть очень хорошие условия, есть очень много людей, которые занимаются саженцами, да, и они готовы поставлять такие саженцы. Самое главное требование мы должны предоставить. Или сократить, да, и какие породы. Потому что нет у нас посадочного материала. Совсем нет. Ну и третье, вот по мульче это обязательно надо использовать, ввиду того, что во всех странах используют мульчу, допустим, из коры, из каких меньших испарений. Это очень важно, потому что у нас уровень осадков, да, всего лишь где-то 200-250 мл ртутного столба в центральной Якутии, которые меньше, чем испарение получается. Да, и поэтому использование мульчирующего элемента, на мой взгляд, это обязательно. Потому что мы на уровне лесостепи и степи находимся. Да. Поэтому, возможно, вместе с этим полигоном почвенной смеси, наверное, мульчирующий материал из брусового отхода, из коры, из древесной стружки, еще из чего-то нужно продумать, чтобы вот это тоже использовать. Ну и, соответственно, ландшафтный дизайн. Мы тоже готовы с этим работать, потому что у нас есть специалисты и студенты. Ну и доказательством является эта территория Агатук, где есть один из лучших ландшафтных дизайнов. Ну, на самом деле, вот уже научный подход. Смотрите, решение проблем, уже мы решаем какие-то проблемы, сидя за этим круглым столом. Да, и я очень рад, что на самом деле, вообще, как бы любого горожанина возьмем, мы все любим свой город и хотим что-то сделать. Но давайте мы действительно соберемся и начнем помогать муниципалитету. Пришли новые люди, да, на самом деле, все с нуля начинать. Но вот такие энтузиасты, я говорю, что это просто находка для любой спецслужбы. Так, да, пожалуйста, конечно. Добрый вечер, коллеги. Я хочу коротко сказать, даже скажу, проблемы, да? Я хочу акцентировать внимание на то, что проблема озеленения, она у нас вообще, знаете, что она даже не главная, она самая основная, базовая. Потому что мы живем в таких условиях страшных. Ну, я извиняюсь, каждое слово такое, да? Но я вообще не понимаю, почему нас наши экологи не осведомляют о том, что в таких условиях мы живем, да? Мы живем в условиях очень страшной запыленности, загазованности, в общем, всего того, что, конечно же, очень плохо влияет на наше здоровье. И вот рассуждать о том, что вот будем там озеленять, не будем, это вообще уже как бы старый век, это уже эшелон, как он уже прошел последний, и мы на ходу запрыгнем последний эшелон. Пытаемся запрыгнуть, там что-то сделать, да? Вот это как бы должны сейчас понять, да? И что я хочу сказать? Ну, наш салон, он небольшой, конечно, вот только начинаем работать, как бы эту вот работу делать по ландшафтному дизайну. И к чему я вот сейчас пришла, каким выводом, да, как руководитель? Во-первых, я поняла, что применяются очень старые технологии работы с растениями. Это отношение к почве, это отношение вообще к растениям, подбору растений и так далее. Сейчас говорить о том, что растения у нас будут, растения будут, это уже как бы тоже прошлый век. У нас климат стремительно меняется. Это означает, что растения, в принципе, могут расти у нас. И должны расти вообще, да? Так, да, при соответствующем будет как-то подсказка. Вот мы в этом году, благодаря, конечно, Сентомскому, да, значит, мы с Синец-парком отработали очень хороший проект, вот сейчас озвучивали проект, да? Я что хочу сказать. Мы в этом проекте, значит, как бы рискнули, да, на свой страх и риск предложить свою методику. Методика новая, она, как бы
бы для нас новая, хотя она не новая. Эта методика называется «Принципы органического земледелия». Вот на этих принципах мы базировались. Это означает, что не навреди окружающей среде, окружающей природе. Да? То есть используя только органические материалы по уходу, там, да, по питанию растений. Вот. Мы взяли за основу свой биогумус. Я считаю, что за биогумусом, конечно, надо будущее. Это вот один из единственных компонентов в почве, который действительно может нам всем помочь. Это уникальное буквально вот такое вот вещество, удобрение, которое нам может помочь. Да? И вот на этом проекте, я не знаю, мы сейчас там вот пытаемся, ну, будем, конечно, разбираться 3 года, да, как что. И я думаю, что вот по влагоемкости он может задерживать 70% влаги на долгое время. По отдаче своих питательных веществ он может отдавать свои питательные вещества в течение 5-6 лет. Да? Это действительно уникальное вот такое вещество, которое мы должны использовать. Мы просто не можем его не использовать. Тем более, что мы живем в таком регионе, где у нас очень много КРС, где у нас есть, в принципе, вот эти вот отходы, да, органические, которые мы можем использовать для того, чтобы вот биогумус иметь. Вот, в общем, и получается, что благодаря вот Арсену мы как бы заимели 2 площадки, да, вот, и город действительно через 3 года заимеет какую-то методику, может быть, да, это все будет синтезироваться, это все будет потом решаться, что да как, и мы, наверное, действительно будем что-то иметь. Насчет планового озеленения скажу, что действительно это хорошая идея. Вообще весной 2 года была создана концепция зеленой эффективной зелени города Якутска, которая легла в основу дорожной карты зелени города Якутска. Вот. И да, значит, этот вопрос уже стал очень острый, потому что у нас действительно нет вот такого руководящего центра, без которого мы действительно ничего не сможем сделать. Вот так будем биться, ничего не сможем. Поэтому действительно нужен очень хороший человек, компетентный, действительно садовник, который действительно мог бы вот этим всем руководить. Со своим бюджетом. Да, со своим бюджетом, естественно, да. И, конечно, с таким вот перспективным, хорошим подходом к озеленению в городе. Город, конечно, особый, он на вечной мерзлоте, я понимаю, да, но он должен быть зеленый, конечно. Хватит уже жить в этой вот грязи, в этой пыли. Мы находимся сейчас в цивилизованном отставании от других регионов нашей республики, нашего государства. В цивилизованном отставании. Это означает, что те вот элементарные вещи, которые должны быть, мы до сих пор не имеем. А жизнь не идет. Я тоже гражданка, я тоже родилась. Вот, поэтому я тоже хотела бы, чтобы мои внуки тоже пожили бы хоть в хорошем, нормальном, чистом городе. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. На самом деле, вот, давайте будем заканчивать. Да, вот, то, что стал вопрос о питомниках, о частных питомниках растений и о частном производстве гумуса. Да, гумус это на самом деле то, что необходимо сегодня любым растениям, от деревьев, цветов, картофеля и всего остального. То есть это каждый делать какую-то фабрику, да, муниципальную там, или государственную, нет смысла. Это, в принципе, это может делать, опять же, любой участник, у которого есть крупный рогатый скот. Опять же, есть требования, он этот гумус может, так сказать, всю зиму производить в тепле, а весной, опять же, продавать на наш полигон почвосмеси. И, еще раз говорю, это решение вопроса. Пожалуйста, еще вопросы. Давайте будем заканчивать, потому что я понимаю, что 17 часов, 19 часов, то есть мы уже... Андрей Анатольевич, можно да, еще небольшое высказывание? Пока будет строиться наш питомник, пока он будет разводиться, пока он будет выращивать, сажаться, на самом деле питомник уже по России существует. И у нас есть группа садоводов, которые с удовольствием, вот я не знаю, здесь представители есть или нет, откликаются, потому что они сами покупают саженцы с Баргузинского, там зимостойкие, очень хорошие кустарники, деревья есть. И, в общем-то, приобретать для города главное выделение денег. Да, тут вот нам нужен наш главный специалист, садовник, который все скажет правильно. Безусловно, главный человек нужен, но пока это все будет выращиваться, кто-то должен взять на себя. Да, пожалуйста, да. Инициатива очень радует. У нас город давно требуется посетить изменения, но хотел больше всего мнения по поводу планов. И я думаю, в основном необходимо сделать стратегию. То есть стратегию надо делать на основании каких-то научных анализов. То есть надо делать сначала диагностику,
мы схему организации, да, тогда вот этот как по себе пойдет. Пусть даже вот молодые наши руководители растут, меняются, да, а схема-то останется. Вот это вот нам надо подумать, тогда вопрос пойдет очень хорошо. Да, спасибо. Да, пожалуйста. Все-таки как бы выделим какой-то участок для горожан, потому что после вот нашей статьи, после озеленения к нам обращались горожане, что хотят бы помочь, и они просто меня вот лично попросили, чтобы я им помогла с получением разрешения. То есть это разрешение где-то 1,5 месяца получала сама, то есть я звонила, как-то все спрашивала, очень долго было. И они вот не хотят заниматься этим вот бюрократизмом, поэтому вот говорят, ну, мне говорят, вот помогите нам, грубо говоря, выделите нам землю, вот со парк, да, и мы будем это зеленять. Может, все-таки как-то от администрации. Да, как раз инициатива горожан, ее нужно поддерживать, ее нужно поощрять, и говорю, да, они же денег не просят, они сейчас сами сделают. Вот как-то нам надо сократить вот это вот расстояние между тем, что люди хотят, и реально. Может быть, раз вот уже, если центральный округ хочет показать пример того, как надо делать, может быть, вот Дина Олеговна как раз возьмет, то есть желающие, как вы говорите, вот есть центральный округ, но если они живут где-то рядом в этом округе, если в другом округе, опять же, выйти на руководителей этих округов, вот они все здесь, и, как бы вот сократить дистанцию. Я думаю, что администрация города никогда ни в чем не откажет. Единственное, что да, надо просто понимать, что они хотят, да, то есть понимаете, что разрешишь одно, а там конопля пошла. Можно добавить? Да, конечно. Вот весной этого года было подготовлено распоряжение о кураторстве предприятий за территориями, да, там, вдоль улиц. И территориальные органы управления пытались, чтобы частные организации вошли в этот список, да, но, к сожалению, не все согласились. И еще вот я выступала на совете по предпринимательству с этим распоряжением, и, как сказать, грубо меня чуть ли не закидали помидорами, то есть предприниматели вообще против. И поэтому они не согласовали это распоряжение, но, несмотря на это, мы все равно утвердили это распоряжение, даже только вот департаменты, муниципальные. Частные, вот опять же, смотрите, мы летом в августе провели этот небольшой там общественной палаты, прошли рейд, да, поэтому вот дать больше прав округам, я тогда говорю, 50% штрафов остается в округах, 50% муниципалитету. И тогда округ будет ходить и штрафовать. Хоть каждый день наймет еще 20 человек своих, раздует штаты, но эти штрафы окупят все. И только тогда начнется порядок. Когда ты делаешь замечание человеку, почему вы бросили коробочку из-под сока, ваш ребенок, 8-летний. Какой ответ я получаю? Ты такой. Я же мать. А уже курков сколько летит из окон машины и все остальное. А $500 заплатишь, штраф тут же. Где никто не ходит, где камеры не надо. Полицейский подошел, не нравится, тебя с трое суток сядешь. У нас вот надо доказать, что ты прав. Вот сегодня мы совещание провели 4 часа с этим цыганским рынком вдоль столичного. 20 лет люди, они никому ничего не платят. И готовы платить штрафы еще 100 лет. Но оттуда их никто выгнать не может. Мы уже вот неординарный подход придумали. Не буду говорить, а то у них уши говорят в каждой структуре. Но на самом деле, это же смешно. Люди, въезжающие в город, допустим, видят эти трусы, висящие, синие тряпки и так далее. Просто неприлично хотя бы, да? А им пофиг, там как там Божья роса и все. И таких моментов много. Пока мы не начнем наказывать рублями каждого горожанина, каждого руководителя предприятия, неважно, частное, департамент опять скажет, а у нас денег на это нет. Вот, взять Хабарова, там 3 или 5 первых дом, где эти сидят у всех. Возле них все засушить дальники. Что, трудно выйти обрезать? Сами не можете обрезать. Привезите людей, которые там умеют обрезать лес валить. Не хотят. Или не могут. Давайте штрафовать. И все начнется сразу. Все забегают.
Но есть же правила сегодня благоустройства и ведения городского хозяйства. Для чего мы их принимали? Долго спорили, долго согласовывали. Давайте заканчивать. Спасибо всем. На самом деле, я думаю, что мы сделали сегодня большой первый шаг. И дай Бог, чтобы все это получилось. И, ну, к сожалению, Евгений Николаевич дал согласие прийти, но там ВКС по пандемии, поэтому